Русская девушка с казахской душой. Юная жительница Талдыкургана Яна Адамова уверенно ломает стереотипы. Она виртуозно владеет домброй и исполняет сложнейшие кюи и музыкальные произведения на казахском языке, покоряя слушателей и доказывая, что музыка объединяет этносы. Наша съемочная группа встретилась с девушкой, чтобы узнать, как и почему казахский национальный инструмент стал частью ее жизни. Так проходит очередное занятие в музыкальном колледже имени Канабека Байсиитова. Яна Адамова разучивает новое музыкальное произведение. Вот уже более 13 лет ее жизнь неразрывно связана с домброй. Обучаться этому виду искусства Яна начала в раннем детстве. Впервые девочка услышала, как звучит домбра в детском саду. У меня там была нянечка, она играла на домбре. Как-то раз я зашла в актовый зал, услышала и прибежала к маме, говорю, хочу играть. Мама меня отвела, получается, в музыкальную школу, а там меня не брали, потому что я маленькая. Я ревела, я сидела возле кабинета директора, возьмите меня. В итоге директор надо мной жалилась, взяла меня, и так начался мой путь. Получается, я уже на домбре играю более 13 лет примерно. Но пою я из них, может быть, лет 5. Любовь Яны к этому музыкальному инструменту, как и в целом талант девочки, еще в раннем возрасте оценили выдающиеся личности нашего края. В их числе и заслуженный артист Казахстана Мурзахмет Мукаманов, на концерте которого Яну впервые представили широкой публике. Родилась Яна Адамова в Текели, где обучалась в музыкальной школе. После 6 класса они с мамой переехали в Талдыкурган и в школе искусств в областном центре. Ее преподавателем стал лауреат молодежной премии Серпер Тулеутай Сериков. Мужчина остается ее наставником и сегодня, когда девушка обучается в музыкальном колледже имени Канабека Байсиитова. Яна очень способная, быстро все схватывает. У нее природный голос, хороший слух. Если она правильно будет развивать свой талант и направлять себя, у нее все получится. Я в это верю. В определенный период у Яны начал меняться голос. Тогда мы не всегда могли хорошо показать себя на конкурсах или концертах. Но сейчас ее голос восстановился, и она начала активно участвовать в творческих соревнованиях, в областных и республиканских, в том числе ездила в Алма-Аты и Астану. Буквально за 2-3 года она добилась результатов, которые другие достигают гораздо дольше. Среди достижений Яны – победа в областном этапе республиканского культурно-просветительского проекта «Мынбала» Ассамблеи народа Казахстана, когда русская девочка буквально покорила жюри и весь зрительный зал. Благодаря этой победе Яна Адамова смогла побывать в Астане, где достойно представила наш регион. Позже был еще один конкурс в столице. Важно подчеркнуть, что Яна не просто исполняет музыкальные произведения на казахском языке, она прекрасно понимает то, о чем поет. Девушка делает все, чтобы в совершенстве овладеть казахским языком. До 6 класса я училась в русском классе, в русской школе, потом перевелась, и в 6 классе вот как раз я начала казахский изучать. Именно в казахский класс. Да, было сложно, не спорю, было тяжко. Меня даже отговаривали от этого, но была свое личное, сказала, все, хочу. Я играла на домбре, и я смотрю, что все разговаривают, а я ничего не понимаю, то, что они говорят. И мне стало интересно, что они говорят. И я маме сказала, мама мне предлагала на курсы пойти, но я сказала то, что хочу учиться. Знание казахского языка очень помогает в жизни, признается Яна, а умение играть на домбре наполняет каждый день ощущением радости. Впереди у юной домбристки, несомненно, еще немало побед, но мечтает девушка только об одном – стать хорошим человеком. Надежда Белова, Надир Хамзин, телерадиокомпания ЖТСУ.